Здравствуйте! Сегодня мы рассмотрим кондиционер LG S09SWC, его характеристики. Начнем с пульта. Так, кнопка ионизатора, потом энергосберегающий режим, автоочистка, выбор режима, охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция, потом скорость вентилятора, выбор температуры, Jet моды. Раньше она называлась кнопочка Jet Cool, быстрое охлаждение. Потом температура в помещении. Это яркость дисплея, если есть, регулировка потока воздуха, ночной режим, ну и установка таймера. Так, теперь поговорим о его энергоэффективности. Охлаждение класс А, обогрев класс Б. По сравнению с LHQ, допустим, С класс охлаждение и D обогрев. Я вам покажу маленькие таблички, потом на паузе посмотрите. Так, теперь поговорим о его, что в нем есть. В нем есть привод вентилятора BLDC, потом антиаллергенный, антивирусный фильтр есть, но его нужно покупать отдельно. Его стоимость около $10. Вот так он выглядит. В комплекте не идет с поставкой. Так, внешний блок покрытия Волтфин. Маленькая вот особенность при установке, если будет возможность крепления внешнего блока, проклейте антивибрационным покрытием. Это снизит передачу вибрации на стену от внешнего блока. Потом насчет энергопотребления. Ну, счетчик гораздо меньше крутится, чем LHQ по звуку. Внешний блок одинаково с LHQ по звуку. Когда в ночном режиме он тише работает гораздо, а так разницы я абсолютно не обнаружил. Внутренний блок, я могу вам сказать, в ночном режиме его вообще практически не слышно. Насчет работы ионизатора, небольшой такой он создает пищание, но это абсолютно не напрягает. Еще бы хотел показать насчет пульта, вот какой он был старых, теперь более нового поколения пульт, но он мне гораздо больше нравится, удобнее, большие кнопки, здесь маленькие кнопки. Так, по дизайну, дизайн точно такой практически остался, пластик не вонючий, не скрипит. Правда, когда установил я его первую неделю, где-то был такой неприятный звук, как электроклапан цикл. Сейчас вроде бы он исчез. Еще раз повторюсь, его плюсы. Новый пульт, энергосбережение, и самый главный плюс, это, конечно, его тишина. Так, сделано в Китае, это новый завод, в 2014 году он открылся в Китае. Раньше были, и сейчас они остаются в Корее и в Турции. Его средняя цена составляет где-то $600-700 на данный момент. Смотрите сами, выбирайте, покупайте. Я думаю, вольется в любой интерьер квартиры, дома, офиса, дачи. Я думаю, вы не пожалеете. Всем спасибо, до свидания.